Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире дебаты на телеканале АТВ со следующими кандидатами на пост советников муниципия Камрад. Гости в студии. Волков Виктор Николаевич, кандидат от Демократической партии Республики Молдова. Василиоглу Виктор Ильич, кандидат от партии Равноправие. Терзи Николай Павлович, кандидат от партии Патриоты Молдовы. Василий Савович Нейковчин, кандидат от партии Народная социалистическая партия. Здравствуйте, уважаемые участники. Рада приветствовать вас в нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте. В начале передачи участники представят свои предвыборные программы, затем ответят на вопрос модератора. Всем кандидатам предоставляется по 10 минут. В конце программы у кандидата будет возможность обратиться к своим избирателям с тем, чтобы убедить их проголосовать за свою кандидатуру. Диалог будет проводиться в свободной форме, а я, как модератор, буду регулировать баланс времени между ответами кандидатов. Ну что ж, уважаемые участники, переходим к дискуссии. И первый мой вопрос. Ваше решение. Почему вы решили баллотироваться в совет города? Я вижу, что у нас есть и впервые, которые баллотируются, есть и которые уже были советниками. Василий Савович, наверное, начнем с вас. Здравствуйте, уважаемые избиратели. 4 года назад я баллотировался в Камрадский муниципальный совет и хотел бы выразить большую благодарность за то, что мне удалось поработать не просто в качестве советника Камрадского муниципального совета, но и заместителя председателя, а с января этого года и председателя муниципального совета. Ну, наверное, решение баллотироваться еще раз в совет обусловлено тем, что свое согласие выдвинуться в качестве примара дал депутат парламента Николай Харламович Дудогло, который с 2004 года возглавляет нашу столичную примарию. Вторая причина – это те многочисленные проекты, которые начаты были в городе, многие из них были реализованы, но еще больше было намечено, и их надо довести до логического конца. И если нам удастся создать устойчивое большинство, я уверен, что большинство из тех, кто здесь сидит, подавляющие, это члены будущей команды Николая Дудогло, который, надеюсь, будет избран примаром, и мы вместе сможем завершить начатый проект. Хорошо, спасибо. Николай Павлович, ваше решение. Вы впервые баллотируетесь в совет. Вот почему вы приняли такое решение для себя? Ну, надо сказать, что я в команде с Николаем Харламовичем Дудогло уже не первый год. С начала его деятельности политической, когда он еще первый раз баллотировался в примары Камрада. С тех пор я с ним вместе был и на тех выборах, где он баллотировался, и в Башканы, Гагаузии. Должен сказать, что мне импонирует вот его работа. Я смотрю на его лозунг, сейчас предвыборный лозунг: «Все обещают, а мы работаем». Я вижу, что город меняется. Я город знаю 60-х годов. Я учился в городе еще в интернате. Потом в 70-е годы этот интернат преобразовали в СПТУ, ГПТУ 42 и так далее. Вот с тех пор я в городе работаю всю свою сознательную жизнь. Я с того времени, когда Николай Харламович стал работать примаром города, у населения города, у жителей города поднялся патриотизм за город. Вы знаете, какое-то воодушевление появилось у людей. И стало все меняться. Впервые, когда появилась тротуарная плитка, люди говорят: смотрите, нигде никогда не было, вот появилась. Но сегодня, когда смотришь на этот город, когда люди приезжают с других районов, говорят: Камрад преобразовался, Камрад не похож на наши районы, на наши райцентры. Я думаю, что мы сформировали хорошую команду единомышленников от партии Патриоты Молдовы. И у нас в команде сегодня есть люди с высшим образованием. Из 25 человек мы имеем сегодня 15 человек с высшим образованием. Это умудренные жизнью, опытом, профессионалы. Люди работают на своих местах. Есть много руководителей предприятий. Только 7 руководителей предприятий в нашей команде сегодня. Есть инженера, есть экономисты, сказал, юристы, 5 человек. Значит, мы с нашей командой надеемся, что в совет в любом случае мы попадем.
и поддерживать будем Николая Харламовича Додоглу, чтобы продолжалось то, что те начинания, которые он начинал в городе. Мне нравится, что делается в городе. Я должен поддержать это. Спасибо. Виктор Николаевич, а вы с какими намерениями решили баллотироваться? Вы, по-моему, даже и не второй, и не третий срок, да, в советник? Да нет, в Совете я, в принципе, не так много. Не так много? Я все-таки работал и заместителем примара вместе с Николаем Харламовичем. Проблемы города для вас? Ну да, лучше когда всех, он наверное, известны. принял решение баллотироваться первый раз в примары, не секрет уже, что он предложил мне. То есть он решил баллотироваться, получив согласие, что я пойду к нему заместителем. Вот, и такая работа была на тот период как бы проведена. Тогда поработали мы тот созыв, после этого был избран я уже в совет. Сегодня, А сегодня? в январе месяце я сдал полномочия Василию Савовичу. Что побудило? Побудило несколько обстоятельств. Первое – это то, что должна прийти молодежь. Она и приходит. Обновляется состав и совета, я полагаю, что будет. Но, наверное, опыт и знания, которые имеем мы, их просто так тоже не стоит убрать со счетов, убрать из работы совет. Поэтому с учетом того, что действительно за этот период очень много наработано, очень много есть задумок, заделов у Николая Харламовича, будем говорить, что и он посчитал, что нужно еще поработать. Поэтому если что ваши советы ему не помешают, да? Да, наши советы, наше участие в совете, который всегда работал солидарно с примаром, в котором было большинство, которое поддерживало все начинания, все то, что было сделано в городе. Поэтому посчитал, что надо еще раз баллотироваться. Еще 4 года поработать, да? Поработать 4 года или сколько там. Мы, в принципе, приняли решение, что весь список, конечно, не пройдет. Пройдет столько, сколько примет решение избиратель. Но установить правила ротации, что через какой-то период, чтобы прошли следующие, чтобы могли большинство из них поучаствовать в работе совета. Спасибо. Виктор Ильич, ваше решение? Здравствуйте. Я принял решение идти в совет, связано с тем, во-первых, наверное, избиратели, которые меня в первый раз выбирали, с многими мы работали. Вы даже второй раз, да? Да, мы работали, было много вопросов решенных, реально решенных. Также был решен вопрос водообеспечения, дозатор хлора – это очень важный вопрос, когда хлор поступает в определенной дозе, и люди пьют нормальную чистую воду, которая обработана. Об этом знают многие мои избиратели. Посодействовал также Николай Харламович в этом вопросе. Я работал в то время в водообеспечении города и поставил этот вопрос на совет. Николай Харламович сразу этот вопрос, не откладывая, решил, отправил человека в Германию, привезли оборудование, установили, все нормально. Я встречался с избирателями, были все очень довольны, исчезли там червячки, всякие моменты. И есть энергия, хочется дальше работать, люди обращаются. И особенно хочется работать, когда тебя хотят, чтобы ты был. То есть обращаются те люди, чьи вопросы решались. Решались они не только мной, решались полностью всей командой. Я помимо этого еще и председатель фракции. Мы работали слаженно. Все вопросы наших граждан брали во внимание. Всячески пытались убрать любую бюрократию, которая бы мешала развивать вопросы наших граждан. Есть еще энергия, хотелось бы ее отдать городу. Вы самый молодой наш участник, у вас еще много энергии впереди. Хорошо, ответьте мне тогда на такой вопрос, что бы вы изменили в нашем городе и что в ваших предвыборных программах есть для развития нашего города? Я надеюсь, что 14 июня в Совет мы изберем примаром Николая Харламовича Додогла, а в Совет пройдет большинство его сторонников.
И самое главное, то, чего хотелось бы, чтобы наконец-то завершилось формирование вот той цепочки, которая позволила бы Камрату логически развиваться дальше и реализовывать те проекты, которые мы намечали. Потому что нашим советом был утвержден по предложению Примарии план развития муниципа Камрата до 2020 года. Это огромная программа, потому что я приведу лишь одну цифру. Мы имеем в городе 149 километров, 149,6 километров дорог и улиц. Городских, из них городских. Да. Из них только 33 километра в асфальтовом нормальном варианте. 77 километров это щебеночные дороги, а остальное это грунтовые дороги. Для того, чтобы реализовать всего лишь только эти проекты, стоимость 1 километра дорог от 10 до 15 миллионов, нужно более 1 миллиарда леев. Можно было бы эти проблемы, конечно, реализовать раньше, когда наши оппоненты говорят, что они будут строить дороги с инновационным покрытием. Они обещают сделать за 1 год все дороги, поменять все крыши, застеклить все окна. Это возможно? Это просто невозможно, потому что я пытался объяснить оппонентам, что если городской бюджет сегодня у нас составляет 46 миллионов 720 тысяч, а на дороге, только лишь на дороге требуется более 1,5 миллиарда лей, то давать такие пустые обещания просто невозможно. Есть много других проблем, у нас не работает с 1996 года, практически не функционируют очистные сооружения. И 20 миллионов благодаря настойчивости Николая Харламовича Долгого, который сегодня является депутатом парламента. Он за годы своего примарства стал вхож во все министерства, то есть он знаком со всей республиканской властью. Он сегодня узнаваем во всем политическом мире за пределами. Это Турция, это Россия, это другие страны. Сегодня избран новый Башкан, и не будет той конфронтации, которая была между региональной исполнительной властью и городской исполнительной властью, когда фактически 8 лет мы жили или в состоянии войны, или в состоянии осадного положения. Ну, сидит Виктор Николаевич, сидит Виктор Ильич, помнит, что первые годы нас 2,5 года трясли как грушу. Уходила одна проверка, приходила другая. Заканчивалась вторая проверка, приходила третья проверка. Пытались найти какой-то криминал для того, чтобы скомпрометировать Примарию, скомпрометировать советников. К сожалению, все эти попытки увенчались ничем. Я надеюсь на то, что сегодня, например, для того, чтобы реализовать всего лишь проблему очистных сооружений, требуется более 20 миллионов леев. И, конечно же, в региональном, да и в городском бюджете этих денег нет. Но они есть в республиканском бюджете. На экологию республика получает ежегодно миллиарды леев в виде грантов из-за рубежа. И мы при нормальном взаимоотношении с региональными и республиканскими властями могли бы эти деньги получить. Возьмем другую часть. У нас самая острая проблема – это водообеспечение. Да, мы подаем в городе 100% воду. Но сегодня большинство сетей это 60-70, а может и 80% сетей, потери, да? Они изношены до такой степени, потому что они построены в 60-х, 70-х годах. И все присутствующие здесь прекрасно помнят, когда была прекрасная возможность получить 300 миллионов леев иностранных инвестиций для того, чтобы полностью заменить канализационные сети. Нас обвинили во всех смертных грехах, что мы пытаемся продать воду, что мы пытаемся отравить. И в итоге что мы имеем сегодня? А в итоге мы имеем, что вода подается, 90% ее уходит просто в почву. Поднялся уровень грунтовых вод в самом городе. Начались оползневые процессы, причем в многих микрорайонах, особенно по улице от Ленина и ниже до улицы Горького, идут оползневые процессы. И сегодня мы пишем в министерство письма, просим принять неотложные меры. А те советники, которые были против, они сегодня тоже? Они тоже баллотируются и опять же обвиняют Дудогло и большинство в том, что они не решили проблему, хотя они приводили сюда митингующих, они устраивали пикеты, они обращались в исполком, они обращались к Башкану Гагаузии, ушедшему. И сегодня они предлагают... Этот вопрос, да? Да, они предлагают решать эти проблемы. Правда, не говорят, каким образом следует решить эту проблему. Я думаю, что если мы будем избраны новый совет,
то большинство, которое составит представители многих партий, а сегодня Николай Дудоглу вы видите, здесь представители разных политических партий. Я знаю, по крайней мере, 6 партий. Здесь общественно-политическое движение равноправия, Демократическая партия, Народная социалистическая, Патриоты Молдовы. Есть и другие партии. Есть целые несколько десятков независимых советников, поддерживающих Дудоглу. Сообща, если мы составим большинство в муниципальном совете, мы любую из проблем города решим. И те структурные изменения, которые произошли в Камрате, я думаю, что они будут еще очевиднее. Как только заработает самый грандиозный проект, это индустриально-промышленный парк в Камрате, который может привести миллиарды леев в город и дать толчок к развитию всей автономии, всего юга. Спасибо. Виктор Николаевич, вы с какой предвыборной программой идете? У вас что в предвыборном обещании? Вы понимаете, что если мы идем единым блоком, единой намерение у нас объединить свои усилия в Совете, то, конечно, у нас программы не могут быть разные, не могут быть конфликтующие друг с другом, или же... Ну, может быть, у вас там есть что-то еще дополнять? Понимаете, Василий Александрович сказал, что в любом случае в Совете нужно будет формировать большинство. Большинство, которое будет принимать решения, ну, необходимые для решения тех или иных вопросов. То ли это будет ставиться примарий вопрос выноситься, либо это будет возникать по просьбе, по требованиям граждан наших. Поэтому говорить о том, что демократическая партия может какие-то отдельные ставить задачи, которые самостоятельно их решать, ну нереально. Ни одна из сил не может претендовать на то, что в будущем составе будет она иметь абсолютное большинство и принимать самостоятельные решения. Поэтому все программные вопросы у нас в принципе согласованы. И они аккумулируются в программе, с которой в ближайшее время выступит наш общий кандидат в примары Николай Харламович Дудоглу. Потом все, что... Понятно, мне понятно, но я должна каждого спросить, поэтому с этим же вопросом я обращусь и к следующему кандидату. Что в ваших предвыборных программах предусмотрено для изменения, скажем, знаете, в первую очередь, я думаю, что мы не должны забывать нашего избирателя. И то, что мы обещаем, мы должны исполнять. Да. Не так, что сегодня нас выбрали, а завтра мы забыли, кто нас выбрал. В первую очередь надо вернуть долг избирателям, а долг именно решая их проблемы, житейские проблемы, связанные с разными вопросами. То есть я не буду вдаваться в подробности. Хотел бы также напомнить насчет Николая Харламовича. Некоторые моменты были, когда я только познакомился с этим человеком. Он говорил, что вот там через 2 года там сделают школы, сделают садики, сделают то, сделают то. Я говорю, Николай Харламович, откуда нет средств? Говорю, это фантастика, я не верю в это. Он говорит, вот ты увидишь, я тебе гарантирую. Потому что Николай Харламович убеждал меня, что мы должны быть в одной команде. И я говорю, Николай Харламович, я согласен быть с вами в одной команде, но я такой человек, если человек дает обещания и их не исполняет, я просто перестаю общаться с этим человеком. Ну, что вы думаете, проходит время, я смотрю, одна школа делается, вторая, третья, дом культуры, одно, другое. Я начинаю понимать, что этот человек в самом деле серьезный, не пустослов. И начал смотреть другие районы, которые ближе к нам, которые по менталитету русскоязычные. Ну, смотрю Таракли. Постоянно новости, там какие-то скандалы, какие-то ссоры, какие-то аресты, какие-то непонятно. Думаешь, это примар или политик этот человек. Ну, непонятно, что вообще происходит. Я хочу сказать в итоге то, что примар – это в первую очередь хозяин города. Это менеджер, это человек, который должен заботиться о качестве жизни людей. Он должен находить общий язык с любой властью, иначе нам примар не нужен. И я, честно говоря, вот сегодня, когда вижу, если, не дай бог, наши люди будут голосовать опять на эмоциях, какие-то концерты, там, не знаю что, концерты уезжают, а наши дети ходят в садики, школы, и
мне будет очень обидно, если люди сделают неправильный выбор. Я не хочу ни одного кандидата в примары сегодня поливать грязью. Это не моих, как говорится, не для меня это, в общем. Но, скажем, если сделать выбор и хорошо подумать, я думаю, что сегодня лучше кандидата нет. Во-первых, я уверен, что Николай Харламович будет доказывать и будет делать дальше свою работу, которую он начал. Это пойдут и дороги, и канализация, и много-многое другое. И самое главное, что, наверное, для Николая Харламовича этот город уже родной, уже настолько у него вжился, что я себе пока не вижу города без него. И, ну, конечно, я не вправе решать за Николая Харламовича. Я думаю, что придут 4 года, он дальше будет баллотироваться в Башканой Гагаузии. И он сам решит. Сам, да, решит, но я думаю, что он захочет еще больше сделать для горожан, для того, чтобы... То есть это Николай Харламович, это не проект одного дня, это проект нескольких лет, я бы даже сказал, нескольких десятилетий. Это есть многие страны, там Франция, другие страны, где люди по 26 лет были примарами, и ихнюю работу так и никто и не сделал. Поэтому не надо смотреть, сколько сроков был человек примаром или сколько он будет. Надо смотреть реальные его действия и сравнивать с другими районами. Я думаю, что наши граждане сделают нормальный выбор не на эмоциях. Нам нужен опытный примар. Нам не нужна романтика, нам нужен опытный примар, который имеет опыт. Спасибо. И, Николай Павлович, ваши главные приоритеты, вот вы с какой программы, как вы выделите? Ну, мои приоритеты, наверное, ничем не отличаются от приоритетов любого жителя Камрата, потому что каждый житель Камрата знает, какие проблемы существуют в городе. В городе основные 3 проблемы. Это дороги, вода, канализация. Мне очень хорошо известны эти проблемы. Я даже хочу немножко не согласиться с Василием Савовичем, он когда сказал, что хорошие дороги у нас столько-то километров. Да нет хороших дорог. У нас хорошая дорога Ленина и дорога вот Третьякова, что сделана в прошлом году. Я езжу на машине, я вижу, что 2 раза надо делать ходовую, ремонтировать. Поэтому дорог хороших нет. Вы сейчас кого критикуете? Нет, я говорю, нет, я хочу мысль завершить. Вот при встрече Николая Харламовича он говорит, все, школы закончили, садики закончили, парк сделали, дом престарелых сделали. Теперь остается самые главные задачи – это дороги. Поэтому я думаю, что сейчас дороги. Но когда некоторые кандидаты, я уже слышу, что они обещают, ну, я не знаю, откуда они средства возьмут, пусть они сначала возьмут, посмотрят, из чего складывается дорожный фонд, из каких источников. Ведь сегодня основные деньги, дорожный фонд – это основные деньги, что мы, владельцы транспортных средств, платим вот этот сбор. И все. Если дальше государство что-то, очередной сбор, если государство что-то выделит, конечно, там формируется от этого дорожный фонд. Но не хватает его катастрофически сегодня. Даже на ямочный ремонт не хватает. Я думаю, что Николай Харламович при его позиции, при его возможностях, он найдет средства. Не надо за все дороги браться, но вот если в этом году закончится Третьякова, на следующий год там другая еще, Победа, я не знаю, какую улицу возьмут, закончит вот это. Таким образом, я думаю, что вот с его усилиями дороги немножко будут приведены в порядок. Что касается воды. Я непосредственно отвечаю за подачу воды в район Танка, вот роддома. Вы знаете, я знаю снутри эту проблему, потому что сгорел насос, теперь быстро находят, найди возможность поменять насос. Едем где-то, ремонтируем, где-то уже из-за того, что дорого сегодня производить замену насосов, мы взяли эти металлические трубы, выкинули, за которые, чтобы поднять насос и опустить, 6-7 тысяч лей просят. Кран работает целый день. Мы пошли по новой технологии вручную. 4 человека, 20 минут и насос в воде. И поднимаем то же самое. Это мы делаем. Но качаем воду, в тот микрорайон мы качаем воду сегодня, если там в пределах 100 дворов есть, по кубу воды
на каждый двор в сутки, и не хватает воды. И когда оппоненты, другие кандидаты говорят, да не может быть, чтобы вода пропадала. Да пропадает вода. Сегодня, я понимаю, жара, люди немножко поливают в огороде, поэтому не хватает воды. Учета нету, потому что все коммуникации проведены через огороды. Стоит водомер в одном колодце, труба идет мимо колодца, мимо водомера. Поливается всю ночь. Только дождик пошел, у всех есть вода. Поэтому это проблема. Я надеюсь, что если я попаду в совет, я приложу свои усилия с тем, чтобы там закончить проведение водопровода городской воды, чтобы хватало воды. Ну и канализация, конечно, канализация это проблемный вопрос, потому что все стоки воды остаются у нас в городе. Они не уходят никуда. И заполняется наша земля. И, во-первых, мы теряем плодородие земли, во-вторых, это экологическая катастрофа для Камрата. А вот скажите, вот вы впервые баллотируетесь в Совет. Наши кандидаты уже не первый раз в Совете, они уже наверняка ответят мне на вопрос. Но вот в Совете решение принимает Совет, да? Исполняет примар. А вот почему все время, когда что-то в городе не так, говорят, во всем виноват примар? Вот потом вы ответите мне на этот вопрос. Я вам скажу, те люди, которые вникают, и они сторонники примара, они знают изнутри все. Нет, конечно, изнутри. А те, которые находятся в оппозиции, они находят процент людей, которых поднимают против примара. Что бы ни сделал, хорошо сделано, все равно для них плохо. Что бы ни сделано, все время для них плохо. Посмотрите, вот был проект по воде и канализации. Поднялись наши советники, подняли своих сторонников, провели митинги, все остальное. Все, Совет и примар отказались внедрять этот проект. Куда пошел этот проект? На север Молдавии. Сегодня у них есть и канализация, и вода, и все на месте. Когда говорят продают, что продают? Ведь никто не купит, не возьмет эти канализационные сети, водопроводные трубы и не уедет с Камрата с ними. Все равно здесь останется. А сейчас я закончу мысль. В любом случае, чья бы собственностью не было канализация и вода, по тарифам принимает решение Совет. И только Совет примет, никогда Совет не пойдет против населения. И тот собственник может даже потом отказаться, пойти в конфликт с Советом, потому что Совет не дает ему получать свои прибыли запланированные. Он может оставить и уйти отсюда, но Совет и люди останутся, и, соответственно, стоимость воды будет всегда в пользу людей. Спасибо, Василий Александрович. Вы как ответите, почему именно так происходит, что во всем виноват примар? Вы же советники. Я дополню Николая Павловича. Я как-то интересовался у своих коллег в Кишиневском муниципальном совете, сколько они проводят заседаний совета. Они говорят, согласно регламенту. То есть не реже одного раза в месяц. Это 12 умножаем на 3, 48. Я посчитал, что с Виктором Николаевичем мы за 4 года провели 216 заседаний совета. По предложению примарии. И все вопросы абсолютно по всем проблемам, начиная с ремонта садиков, выделения хлеба. Проблем в городе, чем да. Кишинев. Ну, Кишинев сегодня это 710 тысяч населения, а Камрат это 26-27 тысяч населения. Мы собираемся намного чаще, потому что все больше проблем возникает. Почему? И вторая часть вопроса, вот, которую затронул Николай Павлович. Вот касательно воды. Сегодня вот у вас в студии горит свет. Мы все прекрасно помним, когда мы сидели при свечах, когда дети готовили уроки при свечах, и пока не пришла испанская компания Unión Fenosa. И сегодня мало кто помнит, что такое Unión Fenosa. И мало кто запомнил, что были южные электрические сети, которые были государственные. Тогда кричали: проклятые буржуи купят свет, скупят наши столбы, увезут наши провода. А сегодня говорят спасибо, что купили, спасибо, да? что есть 24 часа на любой звонок, в любой момент приезжает, свет есть. Почему происходит, почему во всем винят примар? Это прежде всего чрезмерная политизация нашего общества. Потому что, во-первых, мы, наверное, такой регион, который чаще всего проводит выборы. У нас заканчиваются одни выборы, мы проходим и другие выборы. Мы как начали в прошлом году выборную кампанию
по выборам парламента. Это было лето прошлого года, 2014 года. Но до этого у нас, если помните, был референдум о вхождении или не вхождении в таможенный союз, хотя мы так и никуда не вошли. Мы провели, кричали, проводили митинги, народное собрание шумело. Вот, одни обвиняли, вот есть сторонники таможенного союза, якобы наша команда или Николай Харламович лично против таможенного союза, хотя, напомню, если бы не фракция Демократической партии, которую возглавлял Николай Харламович Дудогло, никогда бы референдум о вхождении в таможенный союз не состоялся бы, потому что депутаты Демократической партии в Народном собрании единогласно большинством поддержали, и референдум состоялся поэтому. И все, в том числе и Николай Харламович, проголосовал за участие в референдуме. По любому вопросу, чего бы это ни касалось, вхождение в таможенный союз, вхождение в Евразес, там высказывание любого политика, Гимбу выступил, сказал, что нужно идти в Румынию. КСТР принял решение, нужно запретить России-24, потому что он неправильно, тенденциозно освещает события в Приднестровье. Кто виноват? Дудогло. Вот. Николай Харламович – это политик такой величины, на которого очень легко свалить стрелки. И фактически он уже в течение многих лет, с 2004 года, когда принял решение самостоятельно прийти в политику, он противостоит множеству политиков. Был Георгий Дмитриевич Табуйчик. Вначале были нормальные отношения, потом вот получилось так, что Николай Харламович вырос как политик. Георгий Дмитриевич увидел в нем какого-то конкурента. Вот. Потом появился Формузал, но там доходило до ненависти, и Формузал ненавидел Камрад, Камрачан и больше всего ненавидел Дудогло. Ну, то же самое с Народным собранием. Народное собрание Николай Харламович помог сформировать большинство, избрать в том числе и председателя Народного собрания. Потом появились так называемые сторонники евразийской идеи, евразийской интеграции, но почему-то объявили, для того, чтобы самим себя возвысить, они объявили Дудогло противником евразийской интеграции. И так по многим вопросам. Потому что он политик такой величины. Он стал сегодня депутат парламента. Пусть это демократическая партия, но вот у нас на выборах победила партия социалистов. И прав Виктор Ильич в другом. Сегодня, если мы перепутаем местные выборы, перепутаем с парламентскими или с каким-то, или с башканским, или с каким-то референдумом, то город ждет не то, что, я не хочу произнести слово катастрофа, но ждут очень большие проблемы. Все прекрасно помнят, что творилось в городе до 2004 года, пока не пришел Николай Харламович. Примары сменялись, ничего не делалось. Вот было там 7 миллионов бюджет, да, вот были статьи расхода. И сколько было, столько и делали. Положено один раз в неделю подмести. Ничего не делали. Николай Харламович заставил работать всех. Все службы работают, знают его советники прошлого созыва. Да, мы принимали бюджет с дефицитом. Планировали на 3-5 миллионов больше. Мы за счет этого выдавали там и хлеб 15 тысяч хлеба бесплатно, и все крыши, и по сегодняшний день. И крыши все отремонтировали садиков, в школах отремонтировали все социальные объекты, выбили гранты, где собственные средства, заняли денег. Даже один момент, когда не было воды в 2011 году, одолжили у частного предпринимателя, одолжили денег, было принято решение совета о том, что давайте пойдем даже на такой шаг, потому что город остался в июне месяце, в 40-градусном почти жару остался это сам. Мы потом эти деньги вернем. Увеличим дефицит бюджета, но мы эти деньги вернем. Если мы будем все события, я не удивлюсь, что если завтра солнце будет не с той стороны вставать, обвинят опять в этом Николая Дудогло. Такова специфика нашего города. Хотя от добра не ищут. Город при Дудогло развивался планомерно, поступательно, и если в нем, если избиратели окажут ему большинство, избрав его большинством, а я уверен в том, что оно так и будет, и если будет большинство муниципального совета, я уверен, что это большинство сформирует, то город ждет поступательное развитие. Или же его ждут конфликты наподобие тех конфликтов, когда в 2004 году был только избран Дудогло в первый раз. Ну вот кто помнит, и вы в том числе помните, какие советы проводились в этом здании. С участием полиции, с участием нарядов, с участием
Спасибо, Василий Саввич. Я хочу попросить и других кандидатов, чтобы очень коротко высказались, потому что у нас время остается уже для обращения. Все вопросы, наверное, мы не успеем сегодня затронуть. Поэтому, Виктор Николаевич, коротко тоже выскажите свое мнение уже. Почему все эти шишки летят на примара? Ну, да. Ну, во-первых, это первое лицо, но совет – это коллегиальный орган, он принял, проголосовал, собрались вместе, и на этом закончились функции. Публично. Значит, а примару надо организовывать эту работу, нужно сделать так, чтобы и решение было выполнено. Чтобы люди остались, и, самое главное, довольны. да, довольны люди. Не все же решения, которые принимает совет, популярные. Даже повышение цены на воду, что приходилось делать. И это опять тоже примар был виноват. Потом примар, остается примар, конечно. Ну и люди каждый день на приеме у примара. И если бы только одно общение с людьми, то это бы, наверное, полбеды было. Потому что постепенно большинство проблем людских решается. Но и Василий Саввич говорил, что весь этот период фактически работы Николая Харламовича в качестве примара, у него же ни один год не был благоприятный для него. Может, какой-то там на начальный период, когда Табунчик еще чуть-чуть благоволил к нему, да, а потом все время жить в оппозиции. Не в оппозиции, а в конфронтации, когда тебе твоя вышестоящая власть ставит палки в колеса. Конечно, и пытается создать о тебе имидж, негативный, что хвалили когда-то, все время выискивали какие-то причины, чтобы помешать в работе. Ведь не секрет, что Николай Харламович сейчас приводит пример. В один раз пришли сразу три организации разные проверку проводить по одному и тому же вопросу. Он же говорит, вы между собой вытяните жребий, кто будет первый проверять, кто второй, кто третий. Но, говорит, все проверки за этот период, тем не менее, не привели ни к каким таким последствиям. Как бы ни обвиняли во всех, но это все, разговоры, которые, домыслы недоброжелателей. Поэтому я думаю, что хотел бы сказать, что примар на виду, это первое лицо, это, конечно, человек, кто отвечает за все в городе. Он вынужден отвечать в любое время дня и ночи на любые запросы. В городе, эта жизнь же состоит из многочисленных вопросов. Кроме этого, наверное, то, что я хочу надеяться, что сегодня ситуация, которая складывается у нас в Гагаузии и в Камрате в частности, она позволит при избрании Дудогла в качестве примара работать в несколько других ситуаций, несколько более благоприятных условиях, потому что, а может достаточно благоприятных, потому что надо, наверное, уже подчеркнуть и отметить, что Башкан избран, Ирина Федоровна, камратчанка. Да. Заявлено ею, что она поддерживает власти, она поддерживает любого примара, который будет избран. Хорошо, что она заявила в своих телевизионных обращениях, что Башкан не должен вмешиваться в политическую кампанию, он должен быть одинаково относиться ко всем кандидатурам, которые сегодня выдвигаются, и должен Башкан работать с тем кандидатом, вернее, уже избранным человеком, примаром в любом населенном пункте. Это вселяет надежду на то, что наступит период, когда легче работать будет и меньше будет этих нареканий или уже упреков в сторону Башкана, когда тем более они в сторону примара, когда они не обоснованы, тем более. Спасибо. И, Виктор Ильич, ваше мнение? Вы знаете, я иногда поражаюсь, настолько люди, наверное, неблагодарны или даже не знаю, как выразиться. Не все. Есть и такие, конечно. Есть вы спросили те люди, которые говорят в адрес Николая Харламовича. Я умудрился недавно услышать, вернее, человек умудрился сказать такие слова, видимо, по своей безграмотности. Вот так и так Николай Харламович мне не разрешает ходить с овцами там-то, там-то. А я говорю, а с чего ты? Наверняка в заповедных местах. Сейчас, одну секунду. А с чего, говорю, ты взял, что это Николай Харламович тебе не разрешает? А вот, как говорится, сюрюдляр йолларын, мол, дороги спахали.
Я говорю, ну, спахали дорогу, что? Николай Харламович на тракторе пришел, спахал дорогу, и ты не можешь пройти. А вот мне этот земледел, не буду говорить фамилию, всем известный человек, вот мне этот земледел сказал, что это Николай Харламович ему дал эту землю, эта земля его, я говорю, ты сделал с этого вывода, что он тебе сказал. Говорю, нельзя делать так выводы. Для этого есть Николай Харламович, вы должны ему прийти и спросить, а не где-то там кто-то сказал, кто-то услышал, немой услышал, что сказал слепой, ну, смысл понятен. И вот, к сожалению, у нас в Камрате вот так происходит часто, вот эта подвальная политика, ненужная, вот на эмоциях, концертах, опять-таки, возвращаюсь, и вот таких моментах. Я просто прошу граждан, если есть какие-то вопросы, которые вы не понимаете, или до вас они не доходят, заходите. Есть сегодня, допустим, был Николай Харламович примаром, в то время надо было заходить, то есть есть, допустим, заместитель, есть, интересуйтесь, ваши права. Те же советники, да. Как поступил я по отношению? Я вот сейчас, завтра на совете собираю пастухов, и в самом деле примария, объяснил примарии эту ситуацию, примария с удовольствием хочет помочь этим пастухам. Оказывается, есть закон, где надо отступать от 6 до 12 метров. И в самом деле не притеснять этих пастухов, потому что они тоже наши граждане. Они сегодня, скажем, дают мясо качественное нашему городу. Их не надо тоже притеснять. Для этого есть примария, которая их будет защищать. Будет защищать интересы тех же земледелов, если, допустим, они правы. Но есть моменты, где их надо разрешать, надо встречаться, обговаривать, то есть выезжать на места. И часто обвиняют Николая Харламовича. Но я хочу задать вопрос. Кто мне скажет, что есть у Николая Харламовича, какая недвижимость в городе? У него сегодня даже гаража нету. Даже гаража нету. И когда сегодня обвиняют его в каких-то моментах, надо хорошо подумать. Потому что обращаются многие с просьбами. И это не один Николай Харламович решает. Это решают все 27 советников. А сегодня попробуй кому-то отказать, ты становишься плохим. Никому не отказывали, ни в чем. Николай Харламович приходит, спрашивает, как вы видите эту ситуацию. Есть 27 советников. Ты можешь поднять руку, можешь убрать. Есть и нельзя обвинять, есть закон. Нельзя сегодня обвинять одного человека в том, что построена музыкальная школа, и дана в дар, это, я считаю, городу, да, в этом обвинять не надо Николая Харламовича. Это нормальная инициатива, где мы все проголосовали за это, были люди против. Сегодня дети получают музыкальное образование, это здание европейского вида и многое другое. Хорошо, да. Очень коротко тогда ваше мнение. Почему все, что плохое в городе, обвиняют Дудова? Примара, да. Дудова. Ну, примара, а почему все хорошее не его заслуга? Вот я часто встречаюсь и с друзьями, бываю в компании, и мои же друзья, некоторые, которые поддерживают других сегодня кандидатов, они говорят, а что сделал Дудов? Значит, все зависит от уровня культуры воспитания человека. Ну, да. Если, ну, где-то, я не знаю, что-то, плитка отошла, Дудов чем занимается. А то, что Дом культуры сделан, ну все, и вот я говорю, ну посмотрите, возьмите, столько объектов уже сделано. Кто сделал? Дудов. А что, он сам делал, что ли? Строители делали. Вот, говорю, уровень культуры воспитания. Как будто Дудов поехал на своей машине, где-то задавил собаку, и он виноват. Поэтому я задавил собаку, а Дудов виноват. А то, что сделал Дудов, Дом культуры, Дом престарелых, другие объекты, парк, площадь, все, это не заслуга Дудова. Я говорю, это только зависит от уровня воспитания самого человека, который, ну, слеп и ничего не видит, и не хочет видеть. Спасибо. Ну и коротко ваше обращение, с вас и начнем, чтобы я не забыла вас. Значит, ну я как сказал, что мы, команда, идем от партии «Патриоты Молдова». Это партия сама левоцентристского толка. Партия выступает сегодня за присоединение к Таможенному союзу, к Евразийскому экономическому союзу, за сохранение молдавского языка вместо того, что сегодня у нас прописано практически, кроме Конституции, везде в программах школьных румынский язык, и так его и выставляют как румынский язык. Значит, за изучение истории Молдовы, не историю Румынии, за объединение всех здоровых сил для того, чтобы
сохранить в целостности Республику Молдова и государственность Молдовы. Мы в этой команде намерены, то, что я сказал, намерены участвовать во всех делах, во всех проектах городских, то, что будет планировать исполнительная власть, те предложения, которые, ну, по нашему видению, будет необходимость поддерживать, мы их поддержим. Есть вопросы, по рынкам. Сегодня, я надеюсь, при беседе с Николаем Харламовичем он так сказал, что мы основные вопросы, мы немножко в прошлом году не хватало бюджет денег, подняли, скажем, оплату тех разрешительных документов. По рынку очень много людей беспокоятся, почему такой, ввиду того, что продажи упали, а разрешения на размещение торговых точек остались высокие. И Николай Харламович сегодня говорит так, что, учитывая, что мы решили вопрос с нашим парком, индустриальным парком, будет продано земельные участки 50 гектаров. 50 гектаров – это в пределах сколько миллионов лей? Значит, будет возможность, то есть получается иной источник доходов в бюджет города, и тогда будет послабление и для торговли, для тех людей, которые работают на рынке, и в принципе и для других рабочих точек, торговых точек. Я призываю всех наших горожан, вы знаете нашу команду, там мы в дальнейшем представим, будете в печати, в телевидении наши будут выступать. Я призываю вас проголосовать за нашу партию, чтобы мы достойно представляли на совете эту партию. И, конечно, мы поддержим Николая Харламовича Дудогла и прошу поддержать Николая Харламовича и нашу партию «Патриоты Молдовы». Спасибо. Василий Савич. Уважаемые избиратели, наша команда Народной социалистической партии идет по 4 номерам. Найти ее очень легко. Ее символ – раскрытая книга. Наш кандидат в примары, которого мы поддерживаем, тоже под номером 4, поэтому думаю, что трудно ошибиться. В нашей команде 29 человек. Из них 27 – это люди с высшим образованием, имеющие за плечами богатый жизненный опыт. Из них 17 – это люди с высшим педагогическим образованием, которые работают более 20 лет в школах. 3 – это люди с юридическим образованием. Есть представители других специальностей. Я думаю, что мы, если вы окажете нам доверие, проголосуйте за номер 4 в избирательном списке на выборах 14 июня, мы окажем помощь и вам, как нашим избирателям, которые делегируете нас в Совет, и нашему кандидату в примару Николаю Дудоглу. Наша партия – это Народно-социалистическая партия, это партия левоцентристская. Ее основатель и ее руководитель Виктор Степанюк, с которым мы начинали в 1993 году формирование партии коммунистов Республики Молдова 22 года назад. К сожалению, потом дороги с нынешним лидером Пакером разошлись, и мы образовали иную партию. Мы выступаем за сохранение, безусловное сохранение молдавского государства и молдавского языка. Мы выступаем за безусловное вступление Молдовы в таможенный и Евразийский союз при содействии и со странами другими, где Молдова имеет свои интересы. Мы выступаем за изучение истории Молдавии и молдавского языка, а не истории и румынского языка, и за безусловное соблюдение законодательства о нейтральном статусе страны, видя то, что творится в соседних странах. Я надеюсь на то, что 14 июня вы проголосуете за номер 4, за раскрытую книгу в избирательном списке, который будет вам предложен. Спасибо. Виктор Николаевич, ваше обращение к избирателям. Уважаемые комрадчане, я не хочу касаться той деятельности, которой занимается наша партия. Вам всем известно, что это правящая партия, что она
сегодня у власти. Вот, и только с помощью депутатов нашей партии, руководителей соответствующих структур в прошлом году регион получил свыше 160 миллионов лей на выполнение различных проектов, которые добивался их Николай Харламович Дудогло, будучи примаром муниципия Камрат, но в последний момент являясь в настоящее время депутатом парламента Республики Молдова. Поэтому я думаю, что каждый трезвомыслящий человек понимает, что надо дружить с теми, кто что-то может решать. И не надо покупаться на эмоции, покупаться на какие-то заявления, которые иногда связаны чисто с политическими действиями. Нужно оценивать все по делам. Значит, наша партийная организация, выдвинувшая наш список из 27 человек, однозначно приняла решение, что мы идем в тандеме с Николаем Харламовичем Дудогло, которого поддерживаем на этих выборах. Поэтому, еще раз повторюсь, все планы, все наши программные действия, они взаимоувязаны. И мы намерены, добившись определенных успехов во время этой выборной кампании, всемерно содействовать работе примара. Вот, список наш достаточно серьезный, он в ближайшее время будет доступен всем, поэтому я думаю, что каждый найдет там лица, которые его заинтересуют, которые вы будете готовы поддержать. Поэтому наш номер, не номер, а порядок, по очереди мы будем 8-е в списке, наш символ 3 розы, поэтому предлагаю вам обратить на этот символ внимание и проголосовать за него во время выборов 14 июня. Спасибо. Виктор Ильич, ваше обращение. Обращаюсь к камрачанам. Вы все знаете, что я коренной житель этого города. Мне не безразличен этот город. Я бывал в многих городах и мог остаться там, но понял, что без Камрата я не смогу. Я очень люблю этот город, у меня 3 детей. Я юрист по образованию. И желаю всем нам, камрачанам, жить в нормальном, хорошем городе. Это первое. Второе, почему я выбрал именно общественное движение равноправия. Я не вступал ни в одну партию, поддерживаю равноправие в связи с тем, что это русский мир, который сегодня поддерживает меньшинство русскоязычного населения в Молдове. Я себя не вижу без русского языка в Молдове. Также те люди, которые поддерживают меня, 31 советник в нашем политическом движении, они такого же мнения, как мы. И многие люди в Гагаузии и в целом Камрате думают так же. Мы воспитаны в русском духе. Для нас русский язык – это, можно сказать, первый или второй, я даже не знаю, родной для нас гагаузский или… Ну, эти 2 языка, которые для нас очень близки. Мы относимся и к молдавскому языку нормально, но, к сожалению, у нас в свое время не обучили. Мы не против знать этот язык, для этого уже должны думать, скажем, центральные власти, которые должны отправлять учителей для того, чтобы учить наших детей. Но наше поколение, я считаю, что должно защищать себя и выдвигать идею того, чтобы русский язык был вторым государственным языком. Обращаюсь к всем русскоязычным, в том числе всему русскому миру, поддержите равноправие. Это самая близкая партия, а не те партии, которые прикрываются пророссийскими и тому подобное. Это самое пророссийское политическое движение, которое существует сегодня в Молдове, которое сегодня работает на интересы русского мира. Вы знаете прекрасно Клименко Валерия Ивановича, который тесно связан и с Москвой, и определяет стипендии для наших гагаузов. Вот недавно Русев с Чедерлунги парень выиграл, получил стипендию мэра Москвы Собянина. Значит, помимо этого устраивать детей в университеты, значит, я думаю, что я также смогу помочь некоторым детям устроиться в университеты в России, там, будь то Москва, Брянск или… Благодаря тому, что я, в общем-то, познакомился с
с такими людьми, которые представляют равноправие. Мы, значит, равноправие – это орел. Значит, был двуглавый орел, сейчас запретили в Молдове, остался одноглавый орел. То есть мы не стали спорить, судиться и тому подобное, потому что бессмысленно, если в стране приняли такой порядок. Мы не в силах в связи с тем, что мы в меньшинстве. Ну, немножко, не знаю, не могу сказать, попали под пресс или как, но я надеюсь, что русские люди поймут, в каком положении мы находимся, и то, что мы в меньшинстве. Прошу поддержать. Поддерживая нас, вы поддерживаете себя. Знаете, мы вместе, мы сильнее. Спасибо. Ну что ж, я благодарю вас за участие в теледебатах. Для телезрителей напомню, что в сегодняшней передаче приняли участие Волков Виктор Николаевич, кандидат от Демократической партии Республики Молдова, Василиогло Виктор Ильич, кандидат от партии Равноправие, Терзи Николай Павлович, кандидат от партии Патриоты Молдовы, и Василий Нейковщин, Народная социалистическая партия. Еще раз благодарю вас за участие. Дебаты провела Елизавета Ротарь. Спасибо за внимание и оставайтесь на канале АТВ.